В эфире программа «Между теми», я журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте. Pfizer остается в России. Это крупнейший фармгигант, отец Виагры, и, к слову, и одной из вакцин от коронавируса. Да и вообще, чем чревато закупаться лекарствами впрок, объяснили накануне вполне-таки популярно. Это помимо тяжелого удара по семейному бюджету создает риски для рынка в целом. Ну и генерирует так называемую просрочку. Использовать лекарственные средства с прошедшим сроком годности врагам бы не рекомендовал. По размещенным Министерством здравоохранения республики централизованным закупкам лекарственных препаратов за счет федеральных и республиканских финансовых средств на сегодня отказов от поставщиков не наблюдается. В то же время имеется информация от розничных аптечных организаций республики об ограничении поставок или отсутствии в прайс-листах дистрибьюторов и поставщиков импортных лекарственных препаратов. Если говорить в целом о фармрынке, есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, а из-за транспортных и логистических проблем. Может быть увеличено время и стоимость доставки. Правительство России получит дополнительные полномочия, чтобы быстрее принимать решения, касающиеся именно лекарств. Кабмин Российской Федерации сможет вводить ограничения на вывоз из России медицинских изделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям. Также будут приняты меры о стимулировании производства лекарств, не имеющих российских аналогов. Да и вообще, западные партнеры забанили целую страну. Но остатков гуманизма-то хватит, надеюсь, на то, чтобы гуманитарного характера поставки не ставить на кон политических игр. Это, к слову, увидимся.